В эфире «Спортивной среды» мы с удовольствием представляем нашего гостя, директора женского волейбольного клуба «Динамо Ак Барс» Чернышова Сергея Николаевича. Сергей Николаевич, здравствуйте. Совсем недавно у вас было день рождения. Мы от нашего дружного большого творческого коллектива «Спортивной среды» поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Желаем вам всего самого доброго, хорошего настроения, ну и самое главное, крепкого здоровья, ну и, конечно же, спортивных успехов. Добрый день. Большое спасибо за поздравления. Я, как и каждый человек, люблю свой день рождения. Не будем говорить, какой уже праздник я отмечаю, но день рождения как раз совпало с играми. Команда меня поздравила, но, к сожалению, победить не удалось. Но это была упорнейшая игра, в которой ни одному игроку, ни одной девчонке, тренерам нельзя было предъявить претензий. Это есть игра, это есть спорт. А значит, я встретил свой день рождения в работе, в спортивной борьбе, и надеюсь, что победы еще будут. Скажите, пожалуйста, а сложились ли какие-нибудь традиции внутриклубные «Динамо Ак Барс» в связи с какими-нибудь особенными датами? Ну, вот клуб – это ведь коллектив, это организм. Есть определенные традиции, есть определенные суеверия. Ну, а поздравлять с днем рождения мы поздравляем всех. Команда выстраивается, вручаются цветы, какие-то сувениры, значит. Так как у нас женский клуб, девочки, там 14 человек, 14 поцелуев в щечку, это немало. То есть вы там растаяли? Да, это не только там, это касается вообще всех мужчин, особенно тех, кто работает в зале, так называемая зальная команда тренерская, где главный тренер, тех, кого мы видим по телевизору, когда они находятся на площадке рядом с девочками. Вот, соответственно, новогодние есть тоже традиции, когда там разыгрываются, кто кому дарит, ну, то есть, в любом коллективе есть заводилы, люди такие креативные, с юмором, и поэтому коллектив живет, работает, и кроме спортивной работы, конечно, нужны вот такие праздники, где отметить. Мы отмечаем и Новый год, очень много раз мы проводили. У нас же каждый год, то есть год собаки, значит, мы втихаря привели там 10 собак таких огромных, там девочки въезжали. В год обезьянок, конечно, у нас была обезьянка, но вот я даже планировал быка привезти, но все-таки мы не рискнули. Вот, поэтому с поздравлениями все нормально. Это часть жизни, это помогает сплотить коллектив и вообще в целом, кроме спортивной работы, еще как бы на какие-то житейские вещи посмотреть тоже. Сергей Николаевич, в этом году исполняется 15 лет вашей работы в волейбольном клубе. А хорошо ли вы помните первый сезон? То есть вы пришли в команду в 2008 году. В каком состоянии был тогда? Как это все начиналось? История клуба вкратце такова, что до этого был женский клуб «Казаночка» со 2002 года, 2002 года. Потом по ряду причин этот проект был свернут. А мы почему появились? Потому что наш куратор Сафаров Азат Ахмедович, тогда министр внутренних дел Республики Татарстан, он очень увлекающий человек волейболом и такой патриот, можно сказать, фанат «Динамо». И вот мужской клуб, который тоже создавался на базе МВД Татарстана, вдруг там, так как спонсор основной был и главный, и единственный «Газпром», то вот были такие приняты решения, появился футбольный клуб «Зенит», Санкт-Петербург, значит, и вот решили, что раз «Газпром» финансирует, то назвать «Динамо Таттрансгаз», назвать клубом «Зенит Казань». Асхат Ахмедович, конечно, был не в восторге от такой перемены, но тут подошли к нему его коллеги, друзья, и говорят: а давайте мы, раз у нас нет сейчас «Динамо Таттрансгаз», а почему бы нам создать команду «Динамо Казань» женская на базе команды «Казаночка». То есть вы, по сути, начинали с нуля? И мы создали юрлицо, автономную некоммерческую организацию, там прошли все уставы, регистрации и так далее. Часть игроков и сотрудников, администраторы, там, начальной команды перешли из «Казаночки», то есть они уже опустились на один дивизион ниже, и мы начинали свой старт не в Суперлиге, а именно так называемая высшая лига А российского волейбола. И за один год мы прошли этот путь, и уже
в 2009 году мы вошли в число, в Суперлигу российского волейбола, где заняли в первый год 7-е место. Сергей Николаевич, спустя 2 года ваш трудовой коллектив единомышленников, который собрался, и вы стали обладателями Кубка России, вы стали чемпионами России. Дальше пошли иностранные трофеи. Это победа в Лиге чемпионов, это клубный чемпионат мира среди как раз-таки команд. И опять-таки это международный уровень. Как мы уже говорили, пришел коллектив единомышленников. Что начали вы менять именно структурно внутри? Я уже назвал о том, что мы начинали, значит, со 2-го дивизиона, затем мы взошли в Суперлигу, но мы планировали быть в числе в первой пятерке для того, чтобы нам позволило играть в Еврокубках. То есть даже здесь, в первый год Суперлиги, задача стояла максимально. Но другого мы не ждали от наших кураторов, нашего руководителя. Вот. И заканчивая сезон на 7-м месте, мы поставили такую, можно сказать, грандиозную задачу, определили вектор развития, и мы стали заниматься подписанием контракта с Екатериной Гамовой. Это самый такой. Да, это игрок, тогда ход. был игрок, как сказать, ну, на пике своей формы. В 2010 году, вот в первый год, когда она была у нас, она стала чемпионкой мира в Японии, и она была признана лучшей спортсменкой России среди всех хоккеистов, конников, То есть лыжников. вы начали строить команду именно вокруг Екатерины Гамовой? Да, ну вместе с ней, соответственно, любой человек, спортсмен, хотел бы играть в одной команде с Месси и Рональдо, что гарантирует и зрительский интерес, и победы, и премиальные, и бонусы. И мы вместе с Гамовой сразу подписали целую когорту игроков. Вот. Но надо сказать, что уже на 2-й год мы пригласили тренера из Липецка, Гилязудинова Ришата Сиризудиновича, который имеет исторические свои корни. Именно при нем вы добились да, вот, и вот он сейчас до сих пор работает. И, соответственно, когда к нам пришла Гамова плюс компания, у нас были свои игроки, уходили, американка еще оставалась, то Гилязудинову удалось управлять таким звездным коллективом, что, поверьте, не так просто. Это Гамова, Бородакова, двукратная чемпионки мира, Бородакова, капитан сборной России. Вот. И нам удалось и как бы и в спортивной части выступить, и у нас был очень хороший сплоченный коллектив. Мы выиграли сразу Кубок России в Татарстане, вновь открывшемся зале Центра волейбола. Ну и потом, значит, через год мы уже попали в Лигу чемпионов в 2012 году, где заняли 3-е место. А уже в 2014 году мы в Баку, выиграв все матчи 3-0, значит, выиграв Лигу чемпионов, определились как победитель лиги в клубный чемпионат мира в Цюрихе, где там тоже все матчи обыграли финальные 3-0. И вернув оттуда, еще и выиграли финальный матч у «Динамо» Москвы тоже 3-0. То есть такой был интересный год, удачный. Удалось скомплектовать команду, где у нас была прекрасная американка Ларсон, где у нас была итальянка Дель Коро, там Уланова, Мороз, Бородакова, Гамова. Вот. И тогда действительно мы пошумели в Европе, и в мире, можно сказать. Сергей Николаевич, огромное количество разных трофеев. Мы говорили о внутренних чемпионатах России. Также огромное количество кубков на международной арене вы выиграли. А есть ли какая-то самая запоминающаяся победа, которая осталась здесь, в сердце? Какая-нибудь одна? Вот Трофеев много, а что осталось в сердце? Я уже сказал бы, наверное, о том, что вот этот 2014 год, когда мы вначале проиграли финал Кубка России, где мы тоже были фавориты, но причем где-то, может быть, не хватило концентрации, настроя. Потом, когда мы вот такие мобилизованные приехали в Баку, выиграв уверенно Лигу чемпионов, также уверенно выиграли клубный чемпионат. И завершая чемпионат вот в Москве, когда это была последняя игра сезона, и когда ты становишься чемпионом, это вот итог целого спортивного года, и уходя в некий отпуск, значит, команда, значит, девушки, там, значит, все тренеры. Это вот был для меня вот эта вот победа над «Динамо» Москвой в Москве, она была такая уверенная, безоговорочная. Это вот, наверное, была такая игра, которая подтвердила наш уровень. И если бы, предположим, мы выиграли Лигу чемпионов, там, клубный чемпионат мира, но проиграли бы потом чемпионат России, наверное, это было бы все-таки смазано. И вот это была такая вот серия
Вот эти игры, все три, наверное, для меня они самые яркие. Хотя много было игр, где мы спасались, проигрывали там и 9-14, и, как мы говорим, это валидольные игры. Есть такой термин, это женский волейбол, где там может быть какая-то серийность, там команда ведет там 5 очков, раз на одной подаче тут же минус 6. И вроде бы те же самые игроки, но это не только касается «Динамо», Акбарс, но это вообще в целом как бы... Вот, все-таки есть в женщинах какая-то вот тут особенность, наверное, и никогда не говорят мужской волейбол. А вот за это как раз мы женщин-то и любим. Да, то есть много непредсказуемости, там у них своеобразная, как сказать, ну, у нас у всех есть, надеюсь, жены, сестры, матери, дочки, и мы понимаем, что это женщины, это инопланетянки сами по себе, и они, ну, прилично отличаются от нас, мужчин, которые достаточно организованы. Чуть упрощенная у нас система восприятия мира женщины, более сложно все. Сергей Николаевич, в России очень много менеджеров по разным видам спорта. В нашем случае это женский волейбольный клуб. Но не у всех и не всегда получается давать результат. Вот какими качествами должен обладать человек именно вот в вашей профессии? Как вот вы считаете? Ну, у нас, в отличие, скажем, от футбола, от хоккея, я сам играл профессионально в футбол, и у меня много моих друзей, можно сказать, даже, которые работают и в Акбарсе, и в Рубине, то мы, и очень много сейчас в прессе этих разговоров, что огромные штаты менеджеров, то у нас в волейболе все-таки, ну, такая уменьшенная копия. То есть, соответственно, я как генеральный директор еще и занимаюсь и комплектованием команды, работаю с агентами, с игроками, с клубами, с своими коллегами, с молодежной командой, где идет постоянный мониторинг молодых игроков. Ну, какие качества? Прежде всего, это желание и умение. Вот, это знание предмета, так как я по образованию все-таки... Хотя я и директор, но я по образованию я педагог, я тренер, и я работал на земле, тренировал сам. Ну, а потом уже пришлось и в бизнесе поработать. Соответственно, вот эту вот кухню игрока, раздевалки и вообще... Ну, то есть мне знакомо. Конечно, сейчас определяющим является главный тренер, который является вот практически заказчиком. То есть ни одного игрока за все время не было куплено по моему личному желанию, там, потому что это как бы... Опять-таки, обязательно идет согласование с тренером. Я всегда говорю, это очень важно. Так, может быть, в шутку, но на самом деле это уже тоже такой некий закон, что вот если тренер говорит, мне нужна вот этот игрок, назовем его там Иванова, то я его раз 5-6 переспрашиваю, там, в течение недели-двух, ты точно решил, что тебе нужна Иванова? Может быть, это у тебя было 7-минутное решение. И когда он 6-й раз говорит, мне нужна Иванова, я уже иду заниматься тем, чтобы оформить наш контракт с этим игроком, и чтобы он стал, ну, собственно говоря, игроком нашего клуба. Сергей Николаевич, вы опять-таки очень долго в волейболе. Насколько вот он поменялся вот с тех пор, когда вы пришли? Может быть, как-то методика изменилась? Уровень мастерства вырос у игроков, либо у тренеров, либо наоборот, уровень волейбола упал? Как вот по вашему мнению? Волейбол, это, как мы говорим, физкультура, это часть общей культуры. Мы не можем говорить, что вот все в мире меняется, все в России там виды изменяются, эволюционируется, а волейбол стоит застывший там. Конечно, волейбол меняется. Меняется за эти, ну, практически 15 лет. Мы понимаем, что это уже выросло практически 2 поколения детей, которые пришли там в 17 лет в волейбол, уже кто-то даже практически закончил там в 30 лет, и уже сейчас новые играют. Поменялись, ну, чисто житейские условия жизни, скажем, если раньше не было тех же айфонов, телефонов, то, соответственно, эти вещи, просмотр игрока, он требовал там личного выезда, какие-то, значит, записи. Соответственно, сегодня информация, ну, как и в любой деятельности, она распространяется там в течение секунды. То есть ничего не скроешь, все понятно. Если там игрок, значит, где-то подписал контракт, через сутки там, и об этом знает весь волейбольный мир. Это вот такая некая кухня. Плюс я считаю, что вот мы много работаем с родителями, потому что у нас молодежная команда, мы тоже очень много молодежной команды выиграли, очень много подготовили игроков. То идет изменение родителей, их требований, их ожиданий. Если раньше
это все было достаточно попроще как-то, то сейчас родители, читая, значит, в интернете, в прессе о колоссальных заработках игроков, там, футболистов, и в том числе уже и волейболистов, то, соответственно, они, если у него девочка там 1,90 м выросла, идет ожидание, что это вот девочка будет кормилицей там семьи, и все, они поймали жар-птицу, как говорится, за хвост. Но это чаще всего не всегда случается, потому что много факторов должно сложиться. Если говорить в целом об уровне волейбола, то, как бы это ни было печально, но он упал. А упал, почему? Много факторов. Во-первых, если раньше в чемпионате России участвовала Суперлига, где играло там 14 команд, высшая лига А, второй дивизион, где играло 2 дивизиона по 14 команд, Дальний Восток, Сибирь и европейская часть, и играло около 60 команд в высшей лиге Б. То сегодня, к сожалению, у нас играет 14 команд Суперлиги, 10 команд высшей лиги А, и вышка Б, дивизион, который практически должен быть охватывать всю территорию России, он представлен, но уровень вообще несопоставим, он упал. Сергей Николаевич, вот лично для вас, как для менеджера, наверняка спектр расширения самого волейбола и развития очень прогрессирует. Почему? Потому что в школах волейбол тоже ученики играют, это олимпийский вид спорта. И лично для вас, как для менеджера, открываются новые возможности. Условно, вы можете подобрать какую-нибудь девочку в вашу команду буквально со школьной скамьи. Насколько это давайте так? я вам скажу, как вот я это вижу, как бывший учитель физкультуры, физрук, так скажем. Тем более, вам есть что сказать. Я могу сказать, что сегодня вот один из факторов, почему проблема эта касается не только волейбола, сегодня кадровый голод по молодым игрокам и вообще по спортсменам, там, и в циклические виды, и в лыжи, и все. Давайте честно скажем, что у нас сегодня нет двора. Это спортивного двора, который формировал там мальчишку, девчонку, как личность. Он мог там и на турнике, он мог и подраться, он мог и, как говорится, играть и в футбол, и в хоккей. То есть огромное количество времени молодежь и дети проводили во дворах. Второе, тот урок физкультуры, который был там, скажем, в 70-е, 80-е, сегодня он уже не тот. Да, у нас много занимающихся спортом, именно физкультурой. Вот сегодня на днях была статья Александра Медведева, Республика Татарстан. Физкультурников у нас много, тренеров у нас нет. Соответственно, в школах сегодня и в целом даже вот показания очень много людей занимается, но они занимаются не спортом, а спорт это дело серьезное. Кто-то сказал, так он может быть шутка, что такое спорт? Это физкультура, доведенная до абсурда. То есть это куда-то за горизонт, за пределы, да, занимается, но из физкультурника сегодня пройти по школам и забрать. Мы всех знаем, у нас в молодежной команде мы привозим со всей России, у нас с Татарстана всего 2 человека выбилось. Вот есть Романова Таня, казанская девочка, мастер спорта международного класса, сейчас в Москве играет. И вот у нас Рахматуллина играет девочка, либера, Мелина Рахматуллина, тоже казанская. То есть клуб выбрал тоже стратегию развития, так скажем, не опираться не только на татарстанских спортсменов, а именно на лучших в России, к чему мы исследуем. Сегодня забрать игрока в 15 лет уже очень поздно. Мы забираем с России в 12-13 лет. Благо у нас есть возможность спорт-интернат, училище Олимпийского резерва. И сегодня выстроенная система работы, значит, с регионами, с тренерами, которые готовят игроков, те, которые, в какой-нибудь Костроме, может быть, один человек вырастет, там, 2-метровый мальчик или девочка 190. Мы об этом все знаем, мы работаем, приглашаем. Вот. А, к сожалению, здесь массовость не переходит, количество в качество не всегда переходит здесь. И продолжая о молодежной команде, то есть когда молодежные команды ввели обязательные условия для клуба, то есть если у тебя нет молодежной команды, которая играет в лиге, то клуб не допускается к Суперлиге. Соответственно, тут два пути развития клуба. Просто опираться на своих местных, скажем, это дешевле, это проще. Взять ДЮСШ Казани, и они живут в Казани, спокойненько ездят, но оттуда клуб ничего не получит практически. Это за редким исключением просто. Во-первых, игрок молодой должен в таком же социуме находиться и играть с сильными игроками, а не просто быть на голову сильнее, то ты все равно там закиснешь. И, соответственно, мы приняли, значит, стратегию ориентироваться на самых лучших. Вот за это время очень много игроков подготовлено. Более 40 человек играет в чемпионатах
и Турции, Италии, Франции, в России Суперлиги. К сожалению, мы всех не можем, как говорится, принять в основную команду «Динамо Казань». У нас задачи никто не снимал, мы должны все время выигрывать, бороться за самые высокие места. Ну и плюс вот мы говорим, что меняется. Сегодня, так как игроков мало на рынке, сегодня наших девчонок уже в 16 лет какими-то сумасшедшими контрактами их переманивают, и они подписывают контракты. Есть целый сегодня институт агентов спортивных, которые все в рамках закона и законодательства общей юрисдикции и спортивного законодательства. Они сегодня очень плотно работают, как говорится, обещают и на самом деле дают возможность девочкам уехать и играть. Мы счастливы и горды, что у нас воспитывалась Ирина Воронкова, та же Таня Романова, Малыгина, Федоровцевна сегодня одна из лучших игроков мира, Таня Кадочкина. Вот она, кстати, нас и обыграла в этой игре 27 числа, практически вот она только в прошлом году ушла. Ну, тоже все, обид никаких нет, но она... Это спорт. Да, она с особым, как говорится, рвением сыграла, но мы ее за это не ругаем, это нормальный спортивный подход. Вот. Ну, соответственно, сегодня в чемпионате России, в Суперлиге, из нехватки игроков идет резкое омоложение. И при этом второй момент, идет отток игроков в Европу, ну, со многими факторами. Ну, самое простое, что молодому игроку в России играть в чемпионате, это значит перемещаться по всей нашей необъятной родине, и очень мало времени на тренировочный процесс, на учебу, на восстановление. Если ты играешь в первенстве Турции, это первенство города Стамбул, 70% команды в одном городе находится. Если ты находишься в Италии, все твои переезды, это 200 километров максимально на автобусе или электричке. Мы же летаем, вот эти все бесконечные поездки, аэродромы, аэропорты, стрессы. Вот. То есть это вот тоже тенденция сегодня, ну и общемировая, с учетом ситуации политической, которая сейчас есть, там, скажем, часть игроков сегодня получает предложения, они востребованы, и лига очень омолаживается, потому что это большой плюс для молодежи, которые могут себя проявить. Ну, они должны уже не искусственно сюда заходить. Когда просто нет игроков, и берут, уже ставят 15-16 лет игроков в Суперлигу, это говорит о том, что значит, просто игроки там в возрасте 25, там, 30 лет, их сегодня просто, ну, все меньше и меньше становится. Это касается и для сборной России тоже не плюсом является, потому что, когда у тебя ограничен выбор, ну, вот мы видим же на примере футбола, правильно, там, то, что большая страна, много там всяких лиг, школ, академий, но набрать 11 человек – огромнейшие проблемы, понимаете, да? Да, и это касается всех, вот. Ну, что сделаешь? Будем в этих условиях развиваться, будем искать молодых, воспитывать своих. Ну, а в целом, конечно, вот у нас неплохая выстроенная система. И я думаю, что наши девочки тоже заслуживают, там и тренеры, которые работают, какого-то отдельного разговора, может быть, интервью. Так что, если у вас будет возможность и желание, мы с удовольствием. Я думаю, что это, это нормально, это не какое-то хвастовство. Это просто вот сегодня показать, и чтобы узнали, что есть такая у нас система подготовки молодых игроков. Сергей Николаевич, мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам на передачу. Мы желаем успехов вам и вашему волейбольному клубу. Спасибо вам. Приходите на волейбол. Это красивая, интеллигентная игра. Это красивые девушки. Это море эмоций. Приходите на волейбол. Мы вас ждем в центре волейбола на матчах и «Динамо» Акбарс, и на матчах «Зенита». Поэтому... Ну, все, кто хочет нас посмотреть, всегда все матчи транслируются на сайте клуба и на каналах, включая федеральные. Спасибо. Все. Казань, волейбольный город.